Следующий участник. Кто у нас там? Арсона. Арсона будет. Ксейбакин, поставь паузу. 25. Че смотришь? Да блин, я сам не знаю, что смотреть. Типа батл этих шаурмы, короче. Грамм. Тут два пацана, типа, или как они назывались? Тусим-мутим, короче, они называются. Понакупали шаурмы и типа проводят батл, соревнования между ними. Сейчас они их взвешивают, смотрите, прям по граммовкам. Типа такого. И чё? Тебе как контент? Вообще не понимаю, зачем. Шаурму надо жрать, да? Просто. Ладно. Подожди, это же... Были же еще вот это. Ну вот это профаны. Они вообще без спонсоров даже работают, вроде как, за бесплатно, да? Были же эти... Как его? В поисках еды? Ну. Вот этого чувака знаешь? Это же наш сосед, напротив. Ну, блин, я тоже его где-то видел. Мелочь постоянно просит у меня. Хочется Че? Давай к нему зайдем, короче. сказать, что нет фирменного пакета. Давай зайдем. То есть... Здравствуйте. Вы ко мне? Да, это ты, Лария, Яковлев? Да, я. А что? Ты же это снимаешь, да? В поисках еды. А, вы этот, мой фанат, да? Здравствуйте. Приятно с вами познакомиться. Хорошо, что вы смотрите мой канал и так далее. Скоро будет новый выпуск, если что. Говно проект. Вообще не понимаю, зачем делать обзор на еду. Тем более на шаурму, да? Ее надо просто есть и все. Тем более вот это оценки смотришь на Джокере там. Людям же не нравится. Зачем они делают? Просмотр тоже слабый. Этот же Ларри погорел же. Эти погорят тоже. Тусим-мутим эти. Ну, тусим-мутим, понятно, они неопытные, да. Вообще не понятно. Ксейбакин! В общем, тут обзор надо сделать на шаурму. Я не буду. Деньги хорошие платят, спонсоров нашли и все такое. На, держи. Сделай там качественно все, как обычно. Давай. Сойдет? Можно переснять. Да блин, не надо. Сейчас стоим рядом с гриль-мастером возле Ржанки. Сам я ходить туда не стал, отправил водителя. У меня есть водитель. Бюджет, в принципе, позволяет. Но сам, чтобы я туда ходил, это не те деньги, короче, не те. Ксейбакин, ё-моё, ты же должен был нормальный обзор провести. Ты уже половину схавал. Да, я так нормально провожу. Это, я не хочу, короче, это, как эти, ну те. Тусим-мутим? Но буду там взвешивать, там, температуру мерить. Я просто там тупо скажу, нормально или ненормально, вкусно, есть можно или нет. Вот так вот. Ну и как тебе? А в принципе, нормально. Есть можно. Это, сколько она стоила? 180 рублей. Лимонный напиток должны были дать, у них закончился. Короче, спонсорам скажем, что этот за 200 купили. Хорошо. А разницу пополам. Ну, посмотрите вот это вот. Покажи этим зрителям. Тут получается целый вот этот вот пролет, одни шаурмичные. Вот шаурма, вот шашлык шаурма,
Вон шашлык, шаурма. Есть же вот эти районы красных фонарей. А вот это, считай, рай для любителей шаурмы. Ну мы зашли вот в этот, выбрали. Просто Игнат посоветовал. Ну, ты знаешь, что Игнат херни не посоветует. Будем пробовать. Сейбакин, ё-моё, ты чё опять все съел, что ли? Ты же все-таки обзор делаешь. Почти съел. Ну, скажи что-нибудь хоть. Нормальная шаурма. И все? Ну да. Что, тогда дальше едем? Поехали. Поехали. Ну чё, Сейбакин, как шаурма-то? Нормально. Только, честно, я уже наелся. Сейбакин, а как же итоги обзора? Ну, в итоге я, получается, не спрашивал футболку. И? Че и? Ну, оценку-то дай свою. А, шаурмы, что ли? В гриль-мастере. Ну, в гриль-мастере она стоила 170. Ну, такая нормальная. В Ок-кебабе. В кебабе вот это последняя 180. Тоже такая нормальная. А на крестьянском рынке. А на крестьянском рынке она стоила 2500. Ну, поверь, она стоила своих денег. Ну, оценка какая? Нормально. Если подумать, то быть обзорщиком еды не так уж и сложно, даже приятно. Получается, ты за чужие деньги кушаешь, тебя слушают, да, твоим мнением интересуются, и тебе еще плюс за это платят. Ну, в принципе, можно и второй выпуск сделать, если заплатят.